Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, это, конечно, громко сказано, мастер-класс. Я просто хочу вам практически какую-то помощь показать для того, чтобы заменить те уроки, которые мы при дистанционке не можем выполнять в домашних условиях. Это прежде всего связано, значит, электричеством, где есть инструменты колющие, режущие. Кроме того, значит, пирография, выжигание тоже мы не можем делать в домашних условиях. Ну и, конечно, деревообработка, металлообработка. Вот эти уроки надо нам заменять. А заменять как? Потому что материальных ресурсов, конечно, мало. И с инструментами тоже проблемы. Поэтому я уже второй год подряд, значит, заменяю их простой работой. Работаю, значит, на картоне, чертим те или иные геометрические тела, и из них составляем архитектурные сооружения. Теперь смотрите, наша работа должна быть приемлемой для учеников. Я сегодня приготовил чертежи, значит, заранее, чтобы время не убивать. Значит, для 7 класса, для практической работы вместо деревообработки. Мы будем делать геометрические тела, из которых будем составлять архитектурные сооружения. Обычный простой домик. Из каких геометрических тел он будет состоять? Значит, 3 тела. Это куб, так, у которого сторона равняется 60 мм. Основание его фундамента, значит, да, по периметру, значит, 70. Это получается, значит, 280, да. И высота 20 мм. Все единицы измерения в миллиметрах. Ну и, конечно, крыша. Крыша, значит, 32 по периметру сантиметра, а так 320 миллиметров, значит. Это четырехгранная, значит, пирамида. Вот их развертки я заранее начертил. Дети тоже, я по практике знаю, многие умеют это чертить. Главное, чтобы линии были всегда параллельны друг другу. Для этого они знают уже у меня, что надо найти центр листа. Относительно центра через 2 точки строят ровные линии. Для того, чтобы выполнить нашу работу, значит, да, нам необходимо будет иметь 3 листа формата А4, или картонку, или чертежные листы. Кроме того, значит, можно иметь обыкновенные детские ножницы, да, с защитой, чтобы она обязательно была. Так. Кроме того, значит, клей. Можно ПВА, можно клеем, значит, классический момент. Маленького тюбика, но я использую большой тюбик. Ну, конечно, хорошую линейку. Вот. Хорошую линейку и другие инструменты тоже. Много чего не надо, и обязательно. Теперь начинаем вырезать развертку. Прежде чем, чтобы правильно вырезать, значит, линию, чтобы ровно было, мы вначале длинные прямые вырезаем. По длинной прямой. Так. Как длинные прямые вырезали, чтобы вот эти перемычки для клея оставить, углы мы должны под углом срезать, чтобы оно не мешало. Под углом срезаем, чтобы никаких кривых линий не было. И изгибов тоже, чтобы не было. Вот готовые развертки мы уже вырезали. Это куб. Это четырехгранная призма. Теперь начинаем его клеить. Да, друзья мои, у нас уже готовы геометрические тела. Так, это четырехгранная призма. Фундамент мы его отдельно положим. Так, это стены, куб. Ну и, конечно, пирамида, четырехгранная пирамида. Это как крыша будет. Вот. Это, во-первых, удобно собирается. Так, для того, чтобы теперь полноценно закончить, конечно, за один урок мы не заканчиваем эту работу. Следующий урок мы его, значит, продолжаем. То есть мы как бы декорируем. Можно, конечно, если нет такого материала, использовать гуашь, либо акварельные краски, а можно использовать цветную бумагу. Они разные есть. Есть простая бумага, есть типа фетра есть, а есть вот такие синтетические бумаги, которые можем использовать для того, чтобы обклеивать фундамент, крыши, стены, окна и так далее. После того, как мы уже приготовили геометрические тела, мы их приклеили друг к другу, потом ученики, включая свою фантазию, начинают декорировать. Вот, допустим, вот такой вариант. Конечно, может быть слишком просто, но все равно очень смотрится хорошо. Такой вариант со ступеньками. Или такой вариант, чисто теремочек такой, дачный домик.
Или такой вариант, более-менее серьезный домик, более-менее с окнами и так далее. Ну что ж, в итоге что можно сказать? Чтобы детей занять, значит, прежде всего, какие задачи мы тут решаем. Во-первых, дети учатся мерить с помощью линейки, компоновать чертеж на листе. Ну и, конечно, значит, будут знать в дальнейшем, как выглядят геометрические тела, их развертка, ну и, конечно, техническое его исполнение, клеить. Ну и на свой вкус, значит, изготовляет его дизайн, наружный дизайн тех или иных зданий. Вот передо мной вы видите, ребята выполнили такие работы, современные сооружения, вот, с декорированием. Вот, пожалуйста, ребята с удовольствием выполняют. Не 100%, но 80% спокойно выполняют такие работы. Вместо тех работ, которые мы не можем в домашних условиях делать. Вот на этом хочу я с вами попрощаться. До свидания.